Уважаемые коллеги, мы просим вашего внимания. Мы предлагаем начать нашу работу. Но пока я не вижу внимания всеобщего, коллеги, обратите, пожалуйста, на меня внимание. Наталья Владимировна Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Ровно 12 часов, мы все заняты, учебный процесс у многих идет, поэтому давайте начнем нашу работу. Значит, коллеги, мы вас приветствуем сегодня на семинаре, который называется «Особенности организации воспитательной работы в образовательных организациях, которым присвоены имена». В первую очередь имена героев Великой Отечественной войны, Афганистана, других локальных вооруженных конфликтов, а также имена ветеранов труда, известных деятелей науки и культуры нашей Республики Коми. И сегодня очень значимое для нас событие, мы готовились к этому семинару, наверное, его можно назвать установочным и определяющим, и не зря он запланирован был в самом начале учебного года, когда у нас с вами, в принципе, уже все документы сверстаны и работа начата, но мы решили определить такие единые подходы, единые позиции по тому, как организовать эту работу и внутри коллектива, и педагогического, и обучающегося, и родителей, и вне, то есть во взаимодействии друг с другом. Я напоминаю, что у нас с вами, благодаря инициативе Галины Николаевны Кравченко, она чуть позже я ей передам слово, председателя общественного совета при нашем министерстве, образовалась, создалась ассоциация. Ассоциация вот таких образовательных учреждений, которые носят различные имена. И это не должно быть просто формальным органом, формальной структурой. Это должно работать в первую очередь в воспитательных целях, в просветительских целях, может быть даже в образовательных целях. Ну и, конечно, это все должно работать на то, чтобы наши дети вырастали не только интеллектуально способными, скажем так, с широким кругозором, но и все-таки были патриотами своей республики, своей страны. Коллеги, у нас с вами колоссальные задачи от того, как мы сработаем, как мы будем взаимодействовать друг с другом, как мы будем прислушиваться друг к другу, зависит, в общем-то, и успех работы и ассоциации, и всей нашей отрасли в данном направлении. Поэтому, коллеги, я, наверное, обозначу только ряд задач, с какой целью мы создавали ассоциацию, в принципе, какие цели стоят у нас с вами в этом направлении работы. Это, конечно же, повышение уровня исторических знаний. Коллеги, я не побоюсь сказать, что не только у обучающихся, но и у педагогов где-то в том числе. То есть и наши сотрудники образовательной организации, даже работая в школе или в учреждении, которое носит имя, не всегда могут правильно оценить или правильно проинформировать, почему, чем вызвано присвоение этого имени и так далее. Еще одна задача – это популяризация истории Отечества, история Республики Края. Это о том, о чем я уже сказала, когда анонсировала наше совещание. Конечно же, патриотическое воспитание на примере героев. Герои могут быть разные. И в том числе на примере героев, в честь которых та или иная организация носит имя. Конечно, это развитие поисковой исследовательской деятельности. В ряде организаций у нас она активно развита, и почему бы не перенять этот опыт и не попробовать у себя в учреждении. Развитие музейной деятельности, пополнение школьных музеев новыми экспонатами – это тоже одна из задач. Ну и, конечно же, все это вместе, оно у нас в совокупности помогает нам реализовать федеральный проект в рамках нацпроекта образования «Патриотическое воспитание граждан». А все наши дети и взрослые граждане Российской Федерации. Вот такие задачи перед нами стоят, поэтому, коллеги, я надеюсь, что у нас с вами сегодня пройдет хороший диалог. У нас будет 3 выступления. Прошу вас внимательно слушать. Частично выступление будет с презентационными материалами. В конце мы вам хотим еще раз напомнить, каким образом можно присвоить имя образовательной организации, чем это регламентируется. Ну и, конечно же, у нас есть чат, вы можете писать свои вопросы, предложения, комментарии в этом чате, либо попросить вас подключить, и мы выслушаем вашу позицию. Поэтому, если вы не против, предлагаем начать такую работу. Коллеги, я думаю, что мы с вами за 1,5 часа должны в целом справиться. Ну, на обсуждение тоже, возможно, мы предусмотрим время. Поэтому, коллеги, я все-таки
заканчиваю свою вступительную речь, она была исключительно такого приветственного характера, и передаю слово Галине Николаевне Кравченко, председателю Ассоциации образовательных организаций, которую мы уже создали, и, как я уже сказала, председателю Общественного совета при нашем министерстве. Галина Николаевна, вам слово, я думаю, что вы все уже сами дальше скажете. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Как представитель общественности, общественных организаций, созданных при Министерстве образования, первое, что мне хотелось бы сказать, вот такой большой аудитории Республики педагогического сообщества, естественно, что поздравить с началом учебного года всех вас и пожелать вам творческих, рабочих, хороших успехов в учебном году, в этом учебном году, 21-22 год. Я думаю, что педагогическое сообщество нашей республики, оно справится с тем многообразием и множеством тех задач, которые сегодня вот, они имеют место быть, они постоянно возникают все новые и новые, от многозадачности нашей то есть образовательные организации, конечно, страдают, но тем не менее мы не можем с вами вот здесь что-то поменять, потому что политика в отрасли образования, она постоянно совершенствуется, и всему педагогическому сообществу республики необходимо предпринимать все меры, напрягать весь свой интеллектуальный потенциал на то, чтобы вот стратегическая отрасль нашей республики образования, она была на уровне и успевала за временем и умела отвечать тем вызовам времени, которые сегодня на нас тоже как бы сваливаются на вашу бедную голову, и нужно за этим всем успеть. Поэтому я всем вам желаю крепкого здоровья, крепкой силы воли и удачи, успехов в новом учебном году. Ну, что касается вот той темы, которую министр озвучила, заявила, и вот уровень, то, что вот сегодня мы такое большое количество подключилось к нашему семинару, конечно, как сказать, возлагает определенную ответственность и на меня, как на конкретного человека, общественника, вот в этой всей ситуации. Естественно, что я вам хочу сказать, что есть у меня опыт публичных выступлений, достаточно большой, но вот так волноваться, как я сейчас волнуюсь, у меня, наверное, Наталья Владимировна, впервые вот такой мандраж. И я вот с объяснения этого мандража хотела бы и начать свое конкретное выступление, с которым я сегодня пришла. Шпаргалку себе написала, неоднократно, как сказать, проговорила вот то, что я хочу вот нашим учителям сегодня вот этот свой месседж как общественника, как руководителя ассоциации образовательных организаций, носящих имена героев. Что волнует? Ну, я думаю, что большинство из вас знает, что я являюсь мамой погибшего такого героя, имя которого носит школу. Вот 7 сентября моему сыну исполнилось 53 года. 53 года, и с 1989 года Вуктыльская средняя школа носит имя моего сына. Я полагаю, что в нашей аудитории большинство, конечно, женщин, большинство матерей. Я думаю, что вам не надо объяснять сегодня как таблицу умножения то, что значит для женщины, для матери потеря своего ребенка. Поэтому вот я бы сегодня разделила свою, как бы, свою личность, себя как человека на две части, каким образом я вот в течение больше 30 лет переживаю всю эту трагедию. Ну, во-первых, как человек я уже понимаю, что это все, что случилось, уже ничем не поправишь, возврата нет. Но на протяжении этих более чем 30 лет, с чем я сталкивалась? Ну, например, поскольку моя работа была связана с органами власти, то естественно, что вот эти слухи до меня доходили. А раз она там работает, значит, вот имя вот ее сына присвоено школе. И на протяжении этих 30 лет, конечно, очень много обидных таких, несправедливых, непонятных, откуда это все берется, вот упреков в мой адрес конкретного человека, мне пришлось пережить. И вот последнее это переживание, которое связано с этим конкурсом, который объявил Доместос на худший школьный туалет. Конечно, это, я думаю, что большинство из вас, педагогов, понимаете, что это спровоцированная ситуация,
что эта ситуация была, иностранная компания объявила этот конкурс, ситуация была направленная на то, чтобы дискредитировать отрасль образования, показать, что мы здесь в России ни на что не способны, но, к сожалению, в этой вот всей, как сказать, ситуации участвовал конкретный учитель и конкретный завуч, который, объясняя свое поведение, он сказал, что «а я не подумал». Вот моя позиция матери, позиция человека, общественника в возрасте такая, что в школу учитель должен прийти, уже умея думать. Нас всех, я тоже учитель по образованию, нас всех учат думать. И мы приходим в школу для того, чтобы научить детей думать. И вот это не думать, я даже не хочу больше на эту тему продолжать свои мысли, но если кому-то будет интересно, во что это не думать вылилось, я приглашаю вас на свою страницу ВКонтакте, Кравченко Галина Николаевна Кравченко, найдите мои 3 месседжа, 3 моих выступления и найдите те комментарии, которые там как бы были от одного мерзавца, который проживает вообще на территории Ижмы, который имеет несовершеннолетнего ребенка, но он ни дня не работал, не знаю, за счет чего эта семья живет, в каких словах, в каких упреках он меня оскорбил как человека. Все это закончилось мировым судом. И я очень благодарна и публично сегодня выражаю благодарность нашему главе республики Коми, который не посчитался со временем, но он побыл в Ухтыльской школе. И всем сегодня понятно однозначно, что это не худшая школа, что там не худший педагогический коллектив, и что там не худшие туалеты. И Владимир Викторович не посчитался со временем, он пригласил меня и составил на эту тему разговор. Суд состоялся, мерзавец оштрафован, точка в этом деле поставлена. Но эта точка, вот этот год, 21-й, он же лихорадит нас с января. И я думаю, что вот нам надо научиться всем думать и отвечать, научиться отвечать на те вызовы времени, которые вот перед нами, перед педагогическим сообществом сегодня стоят. Надо думать, как победить вот этих всех Моргенштернов с 3 шестерками на лбу, чем мы будем это все, как сказать, побеждать, что мы сегодня предложим родителям, учащимся, педагогам, с педагогическому коллективу в каждой конкретной школе. И что касается школ, которые носят имена, вот как раз с моей точки зрения, на сегодняшний день эти школы, они находятся в более выгодной ситуации по организации воспитательной работы, по организации и выстраиванию перспектив развития школы в более выгодной ситуации по отношению к другим остальным школам. Потому что сегодня в этих школах есть визитная карточка, есть имя, которое присвоено школе. И на основе этого имени школа может выстраивать всю концепцию своей работы. И то есть за что зацепиться, не надо что-то вот придумывать. Ну и поскольку тема моего как бы выступления, она на первом месте стоит, что же сделано вот за 9 месяцев ассоциации. Ну, вы уже поняли, что вот предложение, с которым я пришла к Наталье Владимировне, и которая сразу сказала, что нам это нужно, оно выстрадано вот этими более чем 30 лет. Я поняла, что не может так продолжаться. Вот имя носит Ухтыльская средняя школа, имя моего сына. И что? Имя должно работать на воспитание детей. Просто так записать в аттестате, что вот аттестат и школа имени, это ни о чем. Это ни о чем абсолютно. Говорить без конца и края, ах, какой наш герой, вот конкретная фамилия этого героя, конкретно моего сына, она олицетворяет 15 тысяч погибших в Афганистане. 500 человек военнослужащих, которые прошли через Афганистан. И это промежуток, это отрезок истории, который, вот единственная школа, которая носит имя воина-интернационалиста, вот этот материал об этом промежутке истории, он должен быть сосредоточен в этой школе. И в поиске этого материала должны быть вовлечены ученики. Ну, о том, что сделано. Сделано то, что решены организационные вопросы. У нас есть положение, у нас есть совет ассоциации, как напрягает вот эта женщина, голова вот ее, она напрягается постоянно. Ну, простите, пожалуйста, уважаемые коллеги, можно минутку внимания? Мы вам писали в чате, что мы вас хорошо видим. Как вы разговариваете, как вы перекладываете бумажки, как вы встаете. Давайте мы найдем время, час,
1,5. Поверьте, я в своем графике нашла, и все присутствующие тоже. И внимательно, все-таки, раз уж подключились к этому мероприятию, будем друг друга слушать и уважительно относиться. Коллеги, мы вас видим просто на экране, поэтому прошу сосредоточиться на той работе, на которую вы подключились. Простите, Галина. Спасибо, Наталья Владимировна. Продолжаем, уважаемые коллеги, уважаемые педагоги, продолжаем нашу работу. У нас сегодня работа. Поэтому разработаны все организационные правовые документы, на основании которых ассоциация может сегодня работать. Мы сегодня провели несколько заседаний совета ассоциации. Мы приступили к разработке реестра образовательных организаций, которые носят имена. Мы с вами общались уже неоднократно, трижды вот так онлайн мы с вами общались, и все вы давали согласие работать в ассоциации. Но, к сожалению, не все подтвердили свое участие в ассоциации документально. Прошло 9 месяцев, но вместе с тем. Значит, вот у меня есть список организаций, которые насчитывают 34 школы, которым присвоены имена. Причем эти 34 школы, там около десятка школ, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, остальные все школы в индивидуальном порядке. Вот, например, школа в городском округе Печоре носит имя Ивана Егоровича Кулакова. Это парламентарий. Гимназия искусств носит имя первого главы Республики Коми в современной истории Юрия Алексеевича Спиридонова. Есть школа, и колледж медицинский, который носит имя Ивана Павловича Морозова. Это тоже руководитель нашей республики, но это совершенно другая формация. Это советский период. Есть школа, которая носит имя подводника Алеши Ларионова в Княжпогодском районе. Она единственная в своем виде, в своем роде. Есть школа в Печоре, которая носит имя Андрея Стенина. Это журналист, который погиб в военных действиях на Донбассе. Есть школа в Ухте, которая носит Александра Алексеева. Это представитель ФСБ, Комитет госбезопасности ФСБ. То есть это тоже единственная школа в своем виде. Есть школа, которая носит имя ученого, маленькая школа в Шошке Княжпогодского района Синюкова. Это тоже. То есть у нас, вот если посмотреть по этой ассоциации, он очень разношерстный, разномастный, и представляют эти имена разные промежутки истории нашей страны. Вопрос, почему? Вот на сегодняшний день где-то у нас только чуть больше 20 школ представили документы в Институт развития образования. Вопрос, почему, и вопрос риторический. Нам ничего не мешало, ничего не мешало представить эти документы. К сожалению, я как общественник, руководитель ассоциации, не могу положить на стол министру этот реестр, потому что он не полный. Поэтому мы начали эту работу, и эту работу нам предстоит продолжить. Но вот во всем этом времени, в течение 9 месяцев, мне было предложено министром возглавить общественный совет, и получилось, что работа ассоциации общественного совета, она не разная, она фактически проникает одно в другое. Поэтому на общественном совете, на заседании общественного совета инициировали мы эти вопросы и рассмотрели. А именно вопрос об эффективности деятельности школьных библиотек, об эффективности деятельности школьных музеев, об эффективности работы сайтов, школьных сайтов. По всем этим трем вопросам приняты конкретные рекомендации. Об этом мы писали на нашей страничке ВКонтакте, Общественный совет при Министерстве образования. Об этом написано, и можно найти эти документы на сайте Министерства образования. Если обобщить вот эти 3 вопроса, во-первых, почему мы их поставили? Мы поставили их потому, что это сетевые инструменты и министерства, и образовательных организаций, сетевые инструменты по выстраиванию воспитательной работы. С чем мы столкнулись, к сожалению, что ни библиотеки, ни музеи не стали полноценными структурными подразделениями школ по разным объективным, но в основном субъективным причинам. Объективные причины, понятно, в рекомендациях мы это отражаем. И вот в этом месте хотелось бы высказать одну мысль, которая должна пронизывать все наше педагогическое сообщество. Когда, вот вы знаете, у нас вообще в бытовой жизни все люди знают, как лечить и как учить. Но вот что касается учить,
образовывать, заниматься воспитанием, патриотическим воспитанием наших детей и молодежи, это не только функция Министерства образования и не только функция образовательной организации. Это говорила наша известная актриса, что это всехняя идея, это всехняя задача. И вот эту всехнюю задачу мы должны транслировать на уровне муниципалитетов, на уровне республиканских органов власти, что дети, вот у нас самая большая ценность, это не нефть, не газ, не лес, это самая большая ценность, это наши дети. Вот возвращаемся к библиотекам и к музеям. Сегодня материальная база, она не устраивает, она нас никак не может устроить. И рассчитывать на то, что сейчас будет утверждаться бюджет на 2022 год, и что сегодня министерство примут решение депутаты и посыпятся какие-то дополнительные деньги, хотя это имеет место быть. В этом году министр на августовском совещании отметила, что небывалый случай, больше выделено денег на приобретение транспорта для всей системы образования. Но рассчитывать на то, что нам сейчас дадут денег и сказать, вот давайте развивайте библиотеки, давайте развивайте музеи, конечно, это не приходится. И на сегодняшний день понимание на уровне Государственного совета, я с полной ответственностью об этом говорю, на уровне муниципалитетов, что сегодня нужно нашим библиотекам, что сегодня нужно нашим школьным музеям, вот этого понимания нет. Поэтому общественный совет вот конкретно формулирует предложение о том, что на уровне, на площадке Государственного совета должны пройти парламентские слушания. И должна быть разработана государственная программа развития школьных библиотек и школьных музеев. Я думаю, что вместе с вами мы это добьемся. Что касается сайтов. Вот мое, такие бытовые встречи на уровне педагогов, на уровне директоров школ, что я слышу в ответ? Ну, сайт, ну, все же у нас информация есть. Ну, вы знаете, мы сегодня все в сетях, мы сегодня все ВКонтакте, мы все сегодня в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте и так далее. Ну, ясное дело, что мы сидим там, мы там работаем, многие из нас, да, но сайт – это полноценный информационный ресурс образовательной организации. Никто за вас не сделает, не представит вашу работу так, как вы считаете нужным. И сайт – это тот инструмент, на котором вы можете показать свою работу. Я просмотрела сайты очень многих образовательных организаций нашей республики, и я вам хочу сказать, что очень сложно ориентироваться. Я не скажу сказать, что я дока в интернете и по сайтам, да, но и вообще что-то там я соображаю, понимаю. Но почему я сегодня вышла на Кубань, какую-то простую станичную школу. Я посмотрела, там уже программа воспитательной работы этой школы есть. И я читаю, я вижу лицо этой школы. Я посмотрела календарный план, он тоже вот на виду кнопку нажал, и он сразу на тебя выскакивает, потому что это сегодня задача номер 1. У нас приняты изменения в закон по инициативе президента России, приняты изменения в закон об образовании. И воспитательная работа, слава богу, она вышла на передний план. И мы сегодня должны, педагогическое сообщество, должны ответить однозначно на этот вопрос. Составить программы воспитательной работы в каждом образовательном учреждении, составить календарный план, уже 9 сентября, они уже у нас должны работать, а мы их, к сожалению, сегодня не находим. Вот сентябрь идет, а мы все еще раскачиваемся. Значит, сегодняшний наш разговор, Наталья Владимировна, может быть, я где-то даже рисковато выразилась, да, но у нас это не критика, вот эти все разговоры на понимание того, что нужно делать. Если мы будем медленно раскачиваться, мы не можем ответить на те вызовы времени, которые у нас начались с января и продолжают. Посмотрите, вот сейчас как расправилась эта наша желтая пресса с директором 35-й школы города Воркуты. Они же как шакалье напали на этого директора, и это сегодня у нас директриса, сегодня на ней оттоптались, сегодня исказили, вообще вот просто затоптали в землю этого человека, перед ответственность какая у него. Если одного топтуна посадить хотя бы на сутки в эту школу, с него бы там, он бы никогда в жизни не справился с этим. Как нас, педагогов, вас подлавливает, мы не умеем. Поэтому кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И
вот на сегодняшний день задача номер один, вот именно в этих школах, которые носят имена, разработать программу воспитательной деятельности, составить планы, календарные планы на основе этой программы. Еще раз повторяю, что вот посмотрела этот календарный план на весь учебный год этой станичной школы, где написано, что каждый месяц идет по каким-то месседжам, где четко сформулировано мероприятия, какие классы участвуют в этих мероприятиях, кто из педагогов отвечает за эти мероприятия, и самая главная колонка в этом календарном плане – прогнозируемый результат. Это мы должны все иметь делать. Общественная работа, воспитательная работа, она должна иметь результат. А результат какой? Мы же с вами учим, воспитываем детей для нашей страны, для нашей республики. Это главное. Поэтому нужно уходить от этих абстрактных всевозможных формулировок, которых ну столько много. Вот опять, пусть вуктыльцы на меня не обижаются, я их больше всех люблю и считаю, что они стараются, да. Вот я просмотрела программу воспитательной работы Вуктыльской средней школы. Ну и что? Я сегодня поставлю там Ухтинская, будет работать как Ухтинская, Воркутинская. То есть там нет лица школы, оно там не показано. А вот на этой станичной школе я это лицо увидела. Поэтому я вот прочитала еще, изучила, вернее, методическую разработку Академии образования Российской Федерации, где вот она, конечно, очень большая, но если даже по диагонали эту разработку прочитать, то проблем по составлению вот программы воспитательной работы и календарного плана у нас, конечно, никакой нету. Значит, я очень кратко сказала то, что у нас было, то, что у нас сделано. Как человек, конечно, я всю эту работу нашей ассоциации и как педагог я могла бы, ну, знаете, на тройку с натяжкой оценить. Да, сегодня мы понимаем, что уже вот словосочетание ассоциация именованных школ, она уже как бы в обществе состоялась. Уже, да, что это такое? Где-то у нас это есть. Но я должна сказать, уважаемые педагоги, что ассоциация, общественный совет при Министерстве образования – это не та общественная организация в классическом ее понимании. Как мы понимаем, что есть у нас Совет ветеранов, Союз ветеранов Афганистана, там, Союз женщин и так далее. Ассоциация и общественный совет при Министерстве образования – это работа на общественных началах. Но это инструмент Министерства образования по организации воспитательной работы, обучения, развития школ. Это инструмент нашей работы. Предложение. Значит, есть целая серия, как сказать, целая серия законов, на основании которых присваиваются имена нашим образовательным учреждениям. Сейчас я посмотрю, где они тут у меня сформулированы. Но это о воинской славе, основные, об основных принципах развития местного образования. То есть их там 3 ключевых закона, на основании которых присваиваются имена. Но на сегодняшний день вот эти функции они разграничены, функции между федерацией, между регионом и между муниципальным, между местным органом самоуправления. То есть образовательной организации федерального уровня имя присваивается на уровне правительства федерации. На региональном уровне правительством регионального уровня. Школы наши – это муниципальные школы, поэтому решение о присвоении, вот видите, возникла эта проблема, это решение принимается на уровне Совета муниципального образования. Но я изучила вопрос, что же у нас делается во всей России. Во многих регионах разработаны свои порядки присвоения школам имен. С чем вот мы сталкиваемся сейчас в течение 9 месяцев, работая в этой ассоциации? Мы сталкиваемся с тем, что имя есть, имя присвоили, барабанная дробь, как это хорошо, и на этом конец. А нам нужно сегодня продолжение с тем, чтобы имя, присвоенное образовательной организации, оно работало дальше на воспитание. Поэтому я предлагаю, Наталья Владимировна, если вы поддержите это предложение, вот сейчас перед нами стоит задача разработки
и принятия вот программ воспитательной деятельности, календарных планов, создать рабочую группу. Ее можно сделать как бы несколько составов этой рабочей группы, с тем, чтобы мы могли вот этими составами рабочей группы встретиться с конкретными школами, обсудить ту работу, которую они как бы уже разработали. Возможно, что дать какие-то свои, вот, ну, на основе таких коллегиальных предложений выработать, чтобы выжать вот этот, найти лучший опыт наших школ, который транслировать дальше на другие школы. Вот это мое первое предложение. Если вы его поддержите, я готова вам дать свои предложения совместно с вашим коллективом, коллективом Института развития и образования, готова сегодня дать предложение по составу этих школ. Теперь второй момент. Значит, я уже сказала, что количественно вот, список образовательных организаций 34. Но среди этих 34 есть школы, которые вот по непонятным причинам, они потеряли имя. Может быть, я что-то недопонимаю, может быть, я что-то не увидела, информацию пропустила. Ну, например, 4-я школа у нас носила имя Юрия Алексеевича Гагарина. Сегодня я посмотрела на сайт, да, там упоминается в истории школы, что учителя обращались к Юрию Алексеевичу, что Юрий Алексеевич прислал открытку, что было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина 4-й школы. Но сегодня я на сайте не нашла, в уставе я не нашла, что именно школа, 4-я школа имени Юрия Алексеевича Гагарина. 22-я школа, замечательная школа, я там была, общалась неоднократно, и на заседании совета у нас представители этой школы выступали, тоже потерялось имя, оно исчезло из устава. Недавно я была в школе 38-й имени Невельской краснознаменной стрелковой дивизии, это имя тоже исчезло. Поэтому что нам нужно сделать? Вот большая убедительная просьба. Я уже говорила о сайтах. Если мы открываем сайт, это визитная карточка школы. Значит, там должен быть размещен документ, на основании которого присвоено имя этой школы. Раз. Там, значит, разобраться в уставе. Почему в уставе этого нету? С правовой точки зрения тут надо четко разобраться, потому что был период, когда изменялись эти уставы, и эти вот наши герои, они у нас исчезли. Я считаю, что это допущена педагогическая ошибка. Мы не должны были это делать, мы потеряли своих героев, государство присвоило это имя, государство оказало доверие коллективу, коллектив педагогов, коллектив должен с честью нести это имя, а у нас вот такая абракадабра получилась. Поэтому вот просьба такая: разобраться, разместить всю эту информацию на сайтах образовательных организаций. И если школа носит имя, а я уже сказала, что у нас разные школы, значит, в этой школе, в этом образовательном учреждении должны быть какие-то свои традиции, которые отвечают на вопрос, почему эта школа носит именно это имя. К сожалению, это ничего мы не находим. Поэтому я прошу вас, первое, значит, направить в срочном порядке документы в Институт развития образования, сотрудники будут выступать, они скажут, куда это сделать. Разработаем, у нас там ничего не надо придумывать, разработка заявления, как сказать, болваночка это есть. Как сделать выписку из протокола решения педагогического совета, тоже показано, это все надо посмотреть, заполнить. Но на педсовете этот вопрос надо, конечно, рассмотреть. Формально к этому вопросу не надо подходить. И второй, значит, момент — разобраться вот с этим сайтом, чтобы на сайте была четкая информация. Чтобы открываешь сайт, и было видно, что это школа имени Ивана Егоровича Кулакова, что школа имени Алеши Ларионова. Это все должно быть видно. Теперь следующий момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, что нужно сделать. Значит, что касается вот этого порядка присвоения имен, его тоже, я думаю, что нам надо, и если мы подготовимся, дадим хорошо, сформулируем свои предложения Владимиру Викторовичу, я на 100% уверена, что он это предложение поддержит. Нам надо разработать свой порядок Республики Коми присвоения имен. Мы сегодня с вами речь ведем в образовательных организациях, но если мы посмотрим о тех именах, которым присвоены имена, присвоены улицам нашим, в каком состоянии находится сегодня улица Зои Космодемьянской. Я к вопросу о том, что присвоить имя, это вообще не то, что полдела, даже, я не знаю, 10-я доля дела.
важно, чтобы это имя работало. То есть вот я за то, чтобы мы разработали, и для этого нужно создать тоже рабочую группу. Я в состоянии предложить министру состав этой рабочей группы, с тем, чтобы сделать вот проект, основу, потом уже дальше работать со специалистами, с тем, чтобы все это положить на стол главе Республики Коми. И еще хочу свою как бы мысль такую, как общественника, сказать, что методической разработке вот, Академии образования дается два недостатка воспитательной деятельности вот в наших образовательных организациях. Первый недостаток – это перебор с мероприятиями. Вот у нас очень много мероприятий, и все школы, все педагоги стонут, что их очень много всевозможных мероприятий. Перебор. Мероприятивный подход он никогда не давал. Это хорошо, их надо проводить, но тоже меру нужно знать. И второй недостаток – это забюрократизированность вот наших документов, которые издаются в наших школах. Очень много там вот научности, непонятности. И вот опять же приведу пример по программе, которая в Уктыльской школе разработана. Но это вот такой большой трактат. План работы календарный, программа воспитательной деятельности. Но это настольная книга не только директора зауча, это настольная книга классного руководителя, каждого учителя, чтобы, если только члены педагогического коллектива будут понимать те задачи, которые ставит руководство школы, тогда это все будет закручено как машина, и тогда оно будет давать какой-то результат. И что я хочу вот этим дальше продолжить мысль, о том, что ну, не надо мудствовать, давайте идти по жизни. А если по жизни, значит, мы понимаем, что сегодня школа должна работать, выстраивать свои вот контакты с родительским сообществом, с местными общественными организациями, с институтами гражданского общества. Как это делать? Теоретически можно расписать красиво, но вот пример, опять же. Уктыльская школа, единственная школа воина-интернационалистов. Поддерживает ли эта школа Союзом ветеранов Афганистана, Союзом офицеров Республики Коми, с боевым братством? Я однозначно хочу сказать, что нет. Что вот и руководство этих общественных организаций, да они не знают даже дорогу в школу. Школа Ивана Егоровича Кулакова поддерживает, это единственный парламентарий, поддерживает эта школа отношения с Государственным Советом, не поддерживает. А почему? Если мы сегодня говорим, что у нас не хватает финансов, их действительно не хватает, бюджет, вот он действительно не на все нам хватает, но почему не развивать вот эту тему взаимодействия с теми сообществами, которые имеют непосредственное отношение к этим образовательным организациям. Почему не составить и не выйти с ними на конкретные договорные отношения? Неужели сегодня Государственный Совет обеднеет, если за счет представительских расходов он купит несколько компьютеров этой школе, несколько фотоаппаратов и так далее? Союз ветеранов Афганистана, ведь сегодня все общественные организации, они поддерживаются на государственном уровне. Им выделяются какие-то определенные инвестиции за счет государственного бюджета. Поэтому здесь не только в интеллектуальном плане, но и в финансовом отношении школа может иметь ну, какие-то дивиденды вот с того, если. Допустим, та же школа вот Алексеева, ну, ФСБ, достаточно богатая организация, которая тоже может. И я уже пыталась вот это делать, опять на уровне Уктыльской средней школы. Я вышла на Гайворонского, потому что это объединение Север-Газпром. Начало Газпрома – это Уктыльская ударная комсомольская стройка. Я к нему обратилась, что ну давайте, надо как бы подумать по Уктылу. Там и музей надо сделать, там вот и школа, я бы хотела, чтобы вы поучаствовали. Он адекватный человек. И очень много сегодня «Газпром», «Лукойл» делают, но к ним надо обращаться. И вроде как начали мы эту работу. Уже даже разработали проекты наглядного оформления школ. Но на этом так и засело. И Гайворонский мне четко ответил вот на мои вопросы. Он говорит, что вы от меня хотите? Я же не Дед Мороз. Это не мои деньги, это деньги моего трудового коллектива. Я не вправе доставать с кармана, вот так, как Дед Мороз. Если передо мной поставят задачу, обоснуют, что это надо, я побываю, схожу в эту школу, посмотрю. Я готов
как бы поучаствовать в этом процессе. Но я думаю, что вот в этих отношениях мы немножко не дотягиваем. И это было сказано Гайворонским не только по отношению к образовательным организациям, и по отношению к медицинским. Он мне говорит, куда я бы ни пришел, дайте денег. А я спрашиваю, а зачем, а куда, а что с этого получится? То есть вот здесь вот большой пласт работы, его надо запланировать в ваших программах воспитания, определиться, но я думаю, что смету составить, ну мы же в состоянии это все сделать, и выходить вот на те сообщества, которые как бы имеют непосредственное отношение к вашему образовательному учреждению. Но, не знаю, я как бы оторвалась от своей как бы шпаргалки, я думаю, что там нам уже и вопросы задают, и может быть предложения. Я думаю, что мы можем продолжить разговор, и я хотела бы на этом закончить. Спасибо, Галина Николаевна. Коллеги, не могу не прокомментировать. Вы знаете, у меня двойственное ощущение. С одной стороны, чувство глубокого удовлетворения от того, что я услышала, поскольку то, что озвучила Галина Николаевна, это все созвучно с моими пониманиями, с моими мыслями и с моими эмоциями. С другой стороны, я испытываю чувство неловкости, поскольку то, что сейчас нам очень просто, доступно, проинформировала нас Галина Николаевна, это все на поверхности. Это то, о чем не надо нам говорить. Это то, что мы должны и так делать. Понимаете? А я вам тоже приведу пример. Я в одной из школ, которая носит имя, спросила, ну, я не знаю, дети были там 6-7 класс, кто этот человек, чье имя носит ваша школа? Мне ни один не ответил на этот вопрос. Понимаете? То есть ни один. И правильно вот замечание Галины Николаевны и про наши сайты, и про наши планы, и не то, что про нашу регламентацию, а про нашу текущую работу. А для чего мы это делаем? Делаем ли мы вообще что-то? А вы родителей спросите. Они знают, что за имя присвоено, почему, зачем, что делать и так далее, и так далее. То есть, коллеги, вот это чувство неловкости, если вы со мной разделяете, то значит, у нас не все потеряно. И на самом деле никаких колоссальных усилий для того, чтобы эту работу организовать разумно, не требуется. Ну, не требуется никаких колоссальных усилий. Поэтому, коллеги, все, что предложила Галина Николаевна, войдет в наш протокол. Уверена, что вы сейчас уже определили тоже для себя первый, второй, третий шаг, то есть что надо сделать, в какие сроки и как. То есть здесь даже комментировать не буду. Ну и несколько акцентов. Сейчас мы еще расставим. Я предоставлю слово сотрудникам Института развития образования о том, мы сейчас микрофон передадим вам. Еще несколько таких акцентов, на чем надо остановиться и на что обратить внимание. Именно в тех организациях, которые носят или которые будут носить такие имена. Коллеги, вот 34 учреждения у нас, да, пока, я так понимаю, в реестр входит, но у нас очень много достойных лиц. Если мы посмотрим на Великую Отечественную войну, то, что сейчас, как показывают мониторинги нашей молодежи, уходит в небытие, факты, герои, пожалуйста, вот вам пласт. В том числе те, кто жили на территории республики, кто уходили на фронт, кто становились героями с территории республики Коми. То есть здесь я больше уже, знаете, сейчас обращаю свои эмоции к управлениям образованием. Уверена, что они тоже с нами на связи. Поэтому, коллеги, вот вы сейчас озадачились, уверена, что вы озадачились тем, что Галина Николаевна сказала, поэтому давайте сейчас дослушаем еще докладчиков, а потом уже будем обсуждать, если у вас будут какие-то предложения. Я передаю слово Анжелике Васильевне Волковой об особенностях содержания программ воспитания в таких школах. Белый? Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада звучит «Особенности содержания программ воспитательной работы в именованных школах на 2021-2022 учебный год». Уважаемые коллеги, уже то, что вы принимаете решение о том, что ваша образовательная организация будет носить имя какого-то великого человека нашей страны, нашего региона, вашего муниципалитета, это накладывает ответственность
за то содержание воспитательной работы, которая будет проводиться в вашей школе. Поэтому, наверное, это большая гордость носить имя человека, который известен. Поэтому хотелось бы, чтобы вся воспитательная работа вашей школы, она была пронизана, начиная с предметно-пространственной среды, заканчивая работой с родителями, вот данной работой, одной линией, да, начиная с начального звена, заканчивая средним образованием. Каждое мероприятие, оно показывало работу, которая идет и связана с именем данного человека. Потом вы должны обязательно помнить, что у всех этих людей есть родственники, которые переживают за те моменты, за этого человека. Поэтому тут еще одна особенность, которой вы должны быть очень деликатны и аккуратны. Уважаемые коллеги, наверное, я напомню сейчас вам о том, что вот Галина Николаевна тоже говорила, что до 1 сентября все планы, все программы воспитания, планы воспитательной работы должны быть у вас на сайтах. Внесен в наш закон об образовании, внесены изменения именно в части воспитания. Поэтому весь год Институт развития образования проводил с вами семинары по разработке рабочих учебных программ. Прекрасные проекты выложены на сайтах Института детства. То есть вам в помощь даны все методические рекомендации. Все ресурсы Института развития образования работают на то, чтобы вы вошли, вы взяли весь материал, использовали все ресурсы и сегодня с гордостью выложили планы воспитательной работы на своих сайтах. Следующий. Я напомню, что цель программы воспитания – это помочь педагогам увидеть потенциал их совместной работы с детьми, помочь школам создать реалистичные программы и, конечно же, педагогическим коллективам решать с помощью данной программы проблемы личностного развития школьников. Следующий. Извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, обратите внимание, когда мы с вами внедряли программы, это не может делать один человек. Это должен быть педагогический коллектив, это должна быть творческая группа. С чего мы начинали? Мы знакомились с примерной программой воспитания, мы создавали творческие группы. И затем мы рассматривали данный документ на своем итоговом педагогическом совете, утверждали его и должны были разместить уже на нашем сайте. Обратите внимание, какие ценности лежат в основе данной программы воспитания. Это очень важно. Это ценности Родины и природы, ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества, ценности знания, ценности здоровья, труда, культуры и красоты. Обратите внимание, что еще очень интересное появилось в этой программе воспитания – это школьный уклад. Раньше никогда ни в одной из программ воспитания не было данного направления. Ведь у каждой из вас, у каждой школы есть своя особенность, своя история, свой контингент. Вы носите имена людей, которые известны нашей стране, нашей родине. Поэтому вот здесь, вот в этой части программы вы расписываете о том, какой у вас школьный уклад. И уже исходя из нее вы расписываете те модули, которые вы выбрали для своей программы воспитания. Мне очень бы хотелось остановиться все-таки на модулях. Обратите внимание, основные школьные дела, классное руководство, школьный урок, внеурочная деятельность, внешкольные мероприятия, предметно-пространственная среда, работа с родителями, самоуправление, социальное партнерство, детские общественные объединения, медиа, школьные музеи. Все эти модули, через все эти модули можно пронести, вот именно расписать всю работу, которая будет связана с именем того человека, который носит ваша образовательная организация. Вот давайте просто даже остановимся на
пространственной среде. Я надеюсь, что вы все изучали программу воспитания примерную. Там четко написано, что с чего мы начинаем. Это с оформления внешнего вида, фасада нашей образовательной организации, не забывая о государственной символике Российской Федерации. Это изображение символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России. Это карты России, регионов, муниципальных образований. И смотрите, что есть, какое интересное направление. Места гражданского почитания. Это как раз особенность, если школа носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя. То есть в помещениях школ или на прилегающей территории создаются вот такие места для общественно-гражданского почитания лиц. Дальше. Очень хорошо расписаны в данной программе требования к планируемым результатам. То есть они уже расписаны по уровням начального образования, основного общего образования и среднего образования. То есть они все направлены на то, чтобы мы получили в итоге выпускника, который любит свою родину, уважает историю своей страны и желает сделать жизнь нашей страны лучше. Ну и, конечно же, хотелось бы остановиться на календарном плане воспитательной работы. Уважаемые коллеги, вы в августе все получили примерный календарный план воспитательной работы. Он абсолютно несложный, он очень простой по своей структуре. То есть вы в нем указываете, покажите, пожалуйста, следующий слайд, вот еще. Вот, календарный план воспитательной работы. Вы видите все модули, которые я сейчас вам перечислила, которые вам не новы, и вы просто вписываете туда все события, которые вы планируете. В общем, все то, что входит, во-первых, в федеральный перечень праздников, да, который тоже расписан в данной примерной программе воспитания, то есть вам ничего придумывать не надо, уже на этот год дан график всех праздников. Вы знаете все региональные наши мероприятия, потому что, во-первых, у нас есть, опять же, на сайте календарь образовательных событий, замечательный, где есть все праздники, где есть все события, прикрепленные сценарием для проведения мероприятия. Мы бы очень хотели, чтобы вы пользовались нашими ресурсами. Покажите, пожалуйста. Вот они, наши ресурсы. Это портал для классных руководителей, замечательный портал, который богат всем материалом, который нужен вам. Это календарь образовательных событий, который расписан по месяцам, который постоянно обновляется. Ну и, конечно, портал «Открытое образование Республики Коми», где вы можете найти все направления работы как с родителями, как с обучающимися, так и с образовательными организациями. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вот сегодня прослушав все-таки, и как Галина Николаевна, мама, да, ей было очень тяжело сегодня, но она нашла в себе такие силы в 2020 году взять на себя такую трудную миссию и вместе с вами пройти этот путь. Я думаю, что это очень хорошо. Я думаю, что сегодня вы все задумаетесь о том, какое имя носит ваша образовательная организация. И все же, когда мы будем проводить экспертизу ваших программ воспитания, ваших планов воспитательной работы, мы увидим мероприятия и ваше уважение к тем людям, чьи имена носят ваши образовательные организации. Спасибо. Спасибо, Анжелика Васильевна. Наталья Владимировна сейчас подойдет и продолжит, а мы пока идем по повестке нашей сегодняшней встречи, нашего совещания, семинар-совещания. Уверен, вот то, что Анжелика Васильевна говорила, в программах воспитания образовательных организаций, которым присвоены имена великих людей, акценты действительно будут расставлены должным образом, да, и именно тех людей, чье
имя носит школа, как раз будет еще одним из таких вектором для развития воспитательной именно работы в образовательной организации. Коллеги, я думаю, что вы знаете, что совсем не так давно мы проводили мониторинг по внедрению программ воспитания в наших образовательных организациях. Я хочу предоставить слово Анастасии Николаевне Игнатьевой, чтобы она познакомила вас с основными его итогами, и в том числе, я думаю, как раз в том числе с учетом той составляющей, да, о присвоении имен героев нашим образовательным организациям в контексте сегодняшнего нашего семинара. Пожалуйста, Анастасия Николаевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, настолько полезную, настолько значимую. И я думаю, что вот с поддержки Натальи Владимировны, да, мы вот эту работу организуем уже на должном уровне. А пока мы поговорим о том уровне, на котором находимся на данный период. Итак, в июне-июле 2021 года Коми Республиканский институт развития образования проводил мониторинг по внедрению программы воспитания в деятельности образования. Цель данного мониторинга была прежде всего получить информацию о том, на каком этапе и в каком состоянии находится данная работа. К сожалению, данный мониторинга еще пока оставляет желать лучшего, и у школ был период и образовательных организаций для того, чтобы откорректировать программу воспитания и подготовить ее для вынесения на сайт и на общественность, да, получается. И из тех школ, следующий слайд можно? Из тех школ, которые участвовали, да, вот выделены некоторые муниципалитеты, да, и важно отметить, да, что многие организации, которые в том числе, которым присвоено имена героев Великой Отечественной войны, Афганистана, других локальных вооруженных конфликтов, известных в деятельности культуры, в этом мониторинге приняли активное участие. Но те программы воспитания, которые предлагаются на сайтах, они, конечно, требуют доработок. И попросила Галина Владимировна быть точнее, да, не говорить много об общих итогах, а все-таки привести те примеры, которые важно отметить и принять, что называется, на вооружение, да, и рекомендовать в практике образовательным организациям, которым присвоены имена героев и деятелей. Следующий слайд можно, пожалуйста. И вот профессиональные образовательные организации тоже участвовали в данном мониторинге. Из тех образовательных организаций, которым присвоены имена героев и великих деятелей, следующий слайд, да, в мониторинге на период июня-июля 2021 года участвовали только 4 вот организации, и по итогам их деятельности, да, хотелось бы отметить, к сожалению, не у всех программы воспитания, даже данных организаций, присутствуют на сайтах, поэтому остановлюсь подробнее на той организации, которую бы хотелось сегодня, так скажем, рекомендовать к практике и к примеру. Гимназия искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Уважаемые коллеги, в свое время я имела честь работать в этой организации в течение 10 прекрасных лет. Вот, поэтому не понаслышке знаю о той деятельности, которая существует и по факту организуется в данном учреждении. Следующий слайд можно, пожалуйста? Да, и хотелось бы обратить ваше внимание на программу воспитания, которая уже была подготовлена в июле 2021 года, представлена на сайте. Ссылочка действующая, можете посмотреть и обратиться к ней. Да, и подробнее останавливаюсь на тех модулях программы воспитания, которые касаются вот именно патриотического направления, да, о том, о чем мы говорим, и, собственно, цель нашего воспитательного процесса заключается прежде всего в том, чтобы мы воспитали ответственного гражданина нашей страны. И здесь в модулях представлены те направления, которые организуются. И посмотрите на цель, да, задача, которая заявлена в программе воспитания: создавать условия для формирования обучающихся гражданско-практических теоретических качеств, совершенствования практических навыков поисковой, исследовательской деятельности, а также навыков проектирования и организации экскурсий посредством увлечения в деятельность музея гимназии как творческого и духовного сообщества детей и взрослых.
Да, активно ведется работа в гимназии этнокультурного центра, музея истории гимназии, да, и, конечно же, история гимназии прежде всего связана с тем именем, которому организация, которого носит деятели нашего, о котором сегодня тоже также говорила Николаевна, это Юрий Алексеевич Спиридонов. Слайд можно? Вот про сайт сегодня тоже было много информации, поэтому хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на сайт гимназии искусств при главе Республики Коми. Можно мы перейдем, да? И как представлено имя, да, человека, чье имя которого носит образовательная организация, в том числе на сайте. Это лицо образовательной организации, да. Вот главная страница, да. Посмотрите, зайдите в раздел «Главная страница», и вы видите, его имя носит гимназия, да, с большой буквы. Целый раздел в категории «Главная страница» посвящен Юрию Алексеевичу Спиридонову. Здесь мы видим все необходимые документы. Все мероприятия, которые здесь перечислены и выделены в отдельную страничку, они включены в календарный план всех классов гимназии искусств при главе Республики Коми. Здесь мы видим и творческие работы. Чуть ниже можно нас проводить, да. Откройте, пожалуйста, первый документ. Угу. Так. Вот мы видим, да, об истории Юрия Алексеевича Спиридонова. Все ресурсы, так сказать, творческого потенциала гимназии искусств также обращены к человеку, кому посвящена, да, чему имени посвящена работа, да, в том числе. Также мы видим, следующий документ можно, ежегодно и практически каждую четверть у ребят гимназии есть возможность побывать на уроках музейных, да, которые посвящены главе Республики Коми, первому главе, да, вот тоже выделила Галина Николаевна. И здесь сопровождается фотографиями, и у ребят есть возможность побывать и от Любовь Николаевны Малых, да, получить информацию, которая бережно хранит все традиции и передает их из поколения в поколение. Вот это очень приятно, когда такая практика, она поддерживается, она совершенствуется, да, вот биография Спиридонова Юрия Алексеевича есть. Наши посвящения, когда гимназисты посвящают стихи, музыкальные произведения, в том числе пишут интересные статьи в журнале, который публикуется ежемесячно «Городзуль», да, и таким образом целый стенд в центре гимназии посвящен Юрию Алексеевичу Спиридонову, информация которого все время пополняется, дополняется и интересным ребятам преподносится. Конкурс творческих работ, мы вновь открываем планету. Да, этот конкурс проводится тоже ежегодно. Все сопровождается локальными актами, положениями, да, соответствующими. Угу. Угу. Так, далее. Далее, да, вот информация о мероприятиях. Есть приказ, да, вот приказ об именных стипендиях обучающихся имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Можно, пожалуйста, тоже открыть? Посмотрите, уважаемые коллеги, то есть, да, если мы говорим о результате, да, то есть вот образовательная организация носит имя политического деятеля, да, такого уровня, и, соответственно, организуется работа, да, то есть как результат лучшие обучающиеся гимназии искусств поощряются стипендией. И это все организовано и сопровождается соответствующими локальными актами. То есть, когда есть инициатива, и она поддержана, вот эта инициатива имеет результат. Угу, можно идти. Далее можно чуть-чуть еще пройдем, да, покажем, каким образом выглядит вот страничка, которая в главном разделе посвящена Юрию Алексеевичу Спиридонову, данной образовательной организации. Можно теперь вернуться, пожалуйста, к презентации. Так, сейчас, секундочку, да, и какие еще мероприятия включены в календарный план гимназии искусств при главе Республики Коми? Это музейные уроки экскурсии.
Это интеллектуальные игры, дискуссии, тематические экспедиции, исследовательские проекты, публикации в журналах «Городзон», вахта памяти. Да? Если говорить о других организациях, вот все-таки миссия Коми Республиканского института развития образования – поддерживать образовательные организации, да, вдохновлять их на работу и сопровождать методически и информационно. И поэтому не хочется говорить какие-то вещи неприятные, да, хочется приводить примеры действительно показательные, да, чтобы вы сумели этот опыт перенять. Но часто, кроме, к сожалению, вот вахты памяти, во многих организациях каких-то мероприятий, посвященных имени человека, чьим именем названа образовательная организация, к сожалению, нет. И вот это печально, потому что об этом тоже сегодня много говорила Галина Николаевна, Наталья Владимировна, потому что если мы носим имя, мы должны его носить гордо, это наше лицо. И мы должны посвящать, да, вот этому имени действительно то главное, что содержится в воспитательной части образовательной организации. Следующий слайд можно, пожалуйста? Вот посмотрите, уважаемые коллеги, спиридоновские чтения – это конференция, которая работает для педагогов Республики Коми. Когда-то давно, когда я еще работала в гимназии, спиридоновские чтения были на уровне самой гимназии. Это была инициатива нашей тогда администрации, да, и мы эти спиридоновские чтения поддерживали, приглашали уже педагогов. И вот когда спиридоновские чтения получили поддержку министерства, да, и стали уже межрегиональной конференцией даже, и поднялись на иной уровень, да, и уже вот материал, те публикации, которые выходят, материалы, да, спиридоновских чтений, они являются почетными для педагогов, чтобы попасть вот в этот не бюллетень, сейчас, секундочку, немножко разволновалась, да, в этот сборник получается. И каким образом проводится работа, да? Это же ведь администрация подавала свои какие-то просьбы в министерство, поддерживала эту инициативу, настаивала, да, где-то, и получила поддержку тут же, потому что есть активность со стороны педагогов, есть активность со стороны родительского сообщества, есть активность со стороны обучающихся. Это очень важно. Уважаемые коллеги, вот можно еще следующий слайд, да? По поводу программы воспитания еще бы хотела обратить внимание на программу воспитания Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова, но в части, да, действительно календарного плана, ну, к сожалению, вот тоже имени да, Куратова тоже хотелось бы больше информации увидеть в календарном планировании. Мы на это будем обращать внимание, абсолютно верно сказала Анжелика Васильевна, Галина Владимировна, что экспертиза будет проведена. И, уважаемые коллеги, нам бы хотелось, чтобы вы учли те моменты, которые мы сегодня обсуждаем, и ту действительно миссию, которую возлагают на нас, да, имена великих людей, которые носят наше образовательное. Спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия Николаевна. Коллеги, ну, в общем-то, я тоже думаю, что ничего нового не узнали. Есть у нас, как обычно, в любой деятельности положительный опыт, есть опыт, который необходимо набирать, наращивать. Поэтому примите к сведению, и все-таки сейчас, в начале еще только, в самых первых днях учебного года, пересмотрите подходы и к планированию, и к организации работы. И не забывайте, что все-таки координирующую роль у нас играет Институт развития образования, они в этом вопросе профессионалы, поэтому если вам нужна помощь, обращайтесь. И именно сейчас, как я понимаю, у нас только формируется план работы ассоциации на учебный год, да, Галина Николаевна? Да. Поэтому, коллеги, вот как бы переходя от частности к общему уже, я думаю, что вот как раз по итогам и с учетом вот этого семинара у нас и должен выстроиться такой план, республиканский план, над планами, которые будут у вас, то есть план работы ассоциации. Он поможет и вам тоже спланировать свою работу. И, коллеги, мы бы хотели еще минут буквально 5-7 вашего внимания еще с одним небольшим выступлением. Мы его не заявляли, но посчитали необходимым. Особенно те организации или представители управлений, которые пока в размышлении или которые приняли от меня посыл и готовы присвоить образовательному учреждению то или иное имя великого человека. Мы хотим до вас кратко донести условия и порядок увековечивания в Республике Коми памяти выдающихся деятелей,
неважно, там, государственное это или муниципальное учреждение. Я хочу предоставить слово Надежде Александровне Бобрышевой, начальнику отдела министерства, и включить тоже презентацию. Добрый день, коллеги. Абсолютно верно сказала Владимировна, что буквально тезисно пройдемся по финальным моментам по увековечению памяти в такой форме, как присвоение государственным муниципальным учреждениям имен заслуженных лиц и выдающихся деятелей. Вот Галина Николаевна в своем выступлении разделила все данные учреждения на две категории, которым присвоены имена героев Великой Отечественной войны и учреждения, которым присвоены имена иных выдающихся заслуженных лиц. Хочу сразу отметить, что на сегодняшний день нормативное урегулирование только в части присвоения имен выдающихся деятелей и заслуженных лиц. То, что касается героев Великой Отечественной войны, на сегодняшний день внесены изменения в федеральное законодательство, субъекты наделены таким правом и вносятся на республиканском уровне соответствующие изменения. Мы надеемся, что в ближайшее время мы эти порядки увидим, и в данной части также вопрос будет регулирован. Да, Минкультуры, по их информации, уже проект внесения изменений в закон предварительной экспертизе в ГПУ, поэтому ведется. То, что касается нормативной базы, в Республике Коми сейчас принят закон 103, как раз в него рассматривается внесение изменений, и указ главы по мерах по его реализации. Необходимо ответить, что на муниципальном уровне в отношении муниципальных учреждений данный вопрос регулируется правовыми актами органов местного самоуправления. Но нормы очень схожи, поэтому мы можем выделить какие-то основные моменты. Закон дает понятие, кого относят к выдающимся деятелям и заслуженным лицам. Не будем здесь долго останавливаться условиями, и также устанавливает условия увековечения. Это три самых важных условия, что увековечение памяти в данной форме может быть не менее чем через 3 года после смерти лица, память которого подлежит увековечению. И не допускается переименование государственной муниципальной организации, которым уже присвоены данные имена. И также не допускается присвоение 2 и более государственным организациям, которые находятся в пределах одного муниципалитета, имен одного и того же выдающегося деятеля. Следующий слайд, пожалуйста. Красной линией сегодняшнего выступления была эта инициатива. Инициатива именно с местного уровня. Поэтому и в данном случае очень важно, чтобы учреждение выступило инициатором, безусловно, с поддержкой органов местного самоуправления, учредителей, которые выступают в отношении данной организации, или органы исполнительной власти. И данный инициатор уже подает документы, если это уровень Республики Коми, это государственное учреждение, это Министерство культуры Республики Коми, а муниципальная образовательная организация, соответствующий уполномоченный орган местного самоуправления. Это либо управление культуры, либо отдел культуры местных администраций. После проверки пакета документов соответствующие уполномоченные органы власти передают документы в коллегиальные органы. В Республике Коми это Совет по культуре и искусству. На местном уровне также созданы соответствующие либо комиссии, либо советы. В разных муниципалитетах они развиваются по-разному, которые уже оценивают и дают свое положительное заключение, поддерживают данную инициативу. Вот на местном уровне для принятия решения
передаются потом документы в Совет по муниципального образования, который уже принимает окончательное решение. Следующий слайд. На сегодняшний день перечень документов, которые инициатор должен направить в уполномоченный орган, на мой взгляд, абсолютно оптимальный. И при изменении в части героев Великой Отечественной не думаю, что он значительно изменится. Это в первую очередь письменно обосновать необходимо, которое содержит сведения о заслуженном лице, память которого предлагается к увековечению, представить копии архивных документов, подтверждающих заслуги. В случае, если у данного лица имеются родственники, наследники, то представить их согласие на увековечение памяти в данной форме. И, безусловно, это решение коллегиального органа управления организацией или общего собрания, которое как раз там, в последующем и решит вот все те проблемы, которые связаны со слухами, что конкретное физическое лицо повлияло на принятие решений. Это, безусловно, коллегиальное решение коллектива самой организации, которой присваивается имя. Их мнение также законодательством учитывается. И мы понимаем, что ряд финансовых затрат несется. Это как минимум изменения в уставы, изменения вывесок в учреждении. Поэтому об этом тоже необходимо подумать заранее и оценить и финансовые расходы на проведение работ и источники их покрытия. Следующий слайд. После того, как инициатива поддержана и принята, поддержана всеми органами управления, присвоение имени, необходимо внести ряд изменений. В первую очередь это в наименование организации. Мы понимаем, что на уровне Республики Коми правительство Республики Коми вносит изменения в наименование государственных учреждений. На уровне муниципалитета это администрация. Соответствующий акт органа должен быть принят, и также должны быть внесены изменения, все сопутствующие нормативно-правовые акты, где есть какие-либо ссылки, либо указания на наименование данного учреждения. И изложение его уже в новой редакции с присвоенным именем. В следующем, после принятия решений, необходимо внести изменения в учредительные документы, а также сведения в Единый государственный реестр юридических лиц и привести все локальные акты, о которых также есть ссылки на наименование учреждений в соответствии с его новым наименованием. На этом у меня все. Мы будем отслеживать в том числе судьбу нормативно-правовой инициативы в данной сфере. И, думаю, оперативно коллег тоже информировать. Спасибо большое, Надежда Александровна. Коллеги, но юридический аспект, здесь тоже нельзя, все-таки юридически правильно организовывать эту деятельность тоже надо. Поэтому те, у кого уже присвоение есть, имя есть, надо проверить просто, насколько все это действует и везде ли внесены изменения. Ну а те, кто пока планируют, значит, работаем по этому принципу и ждем внесения изменений в наш республиканский закон, 103 как раз о включении еще увековечивания имен героев. Коллеги, мы сейчас будем подходить к концу, а можно открыть чат, посмотреть, есть ли какие-то предложения, комментарии, вопросы? Плохо слышно, плохой звук нам писали, но почему-то, коллеги, не знаю. Ну, в записи у нас тоже будет этот вебинар. По содержанию есть вопросы?
А почему, коллеги, вы не посмотрели, что у нас звук плохой раньше? Когда Надежда Александровна, Ну, почему? В 12 часов тоже фиксировали эту проблему. Коллеги, давайте подводить итоги. Я предоставлю слово Галине Николаевне. Уважаемые друзья, ну, во-первых, Наталья Владимировна, большое спасибо лично вам, что вы вот действительно эту идею поддержали, и что все предложения, которые как бы озвучиваются на уровне общественности, вы их принимаете. И мы понимаем, что перед нами сейчас стоит очень большая задача не теоретизировать, а опуститься на нашу землю, понимать, что мы воспитываем детей и молодежь для своей страны, для своей республики, а не для каких-то абстракций. Поэтому программы, воспитательные программы, они должны идти по жизни. И что касается вот этого общественного формирования ассоциаций, я акцентирую ваше внимание, буквально зомбирую, что это не проект, это не дань моды, это инструмент Министерства образования и инструмент образовательных организаций, вот наши именованные образовательные организации, для налаживания работы по воспитанию, по возвращению, вернее, вот этой функции школы, что мы же педагоги, мы же знаем, что в институте нас учили, что образование без воспитания – это нонсенс. И то, что вот произошло на вот последние эти 20 лет, мы понимаем, что это досадная ошибка, что от нее нужно как бы избавиться, ее надо исправить и в срочном порядке. И я еще хочу одну мысль вот в наше вот это сообщество, в наш круг общения бросить, что не так уж все у нас плохо в Республике Коми. Я даже больше скажу, что хорошо. И вот этот мальчик с Воркуты, Никанор, он всей России показал, что нет, извините, вот это вот нападки на образовательную систему, что нас учителя там вот непонятно какие, что нас там не учат и все прочее. Ребенок доказал, что есть учителя, которые способны, могут и хотят учить, и результат образования имеется налицо. И есть ученики, которые хотят учиться, они учатся. Вот нам надо за этот вот месседж действительно зацепиться и идти дальше. И вот еще одна такая мысль, которую я вас зомбирую, что образование, воспитание – это не только задача образовательных организаций, это всехняя задача. Вот Валентина Леонтьева очень так образно, я специально эту мысль, чтобы не забылась она, чтобы вы ее как бы тоже в себя в голове держали. Всехняя. И нам надо вот педагогическому сообществу научиться свою работу показывать, которая есть. И вот есть у нас для этого инструменты показывать и доказывать, не ждать, когда там о нас желтая пресса что-то напишет и сказит. А вот у нас есть информационный ресурс сайт, вот на этих сайтах должна быть представлена вся ваша работа в том цвете, в котором она есть на самом деле. Потому что сегодня, вот я, Наталья Владимировна, когда мы готовили вопрос о двусменной обучении в Сыктывкаре, и я в течение недели прошла вместе с Ольгой Юрьевной, спасибо ей большое, через вот 6 школ, вот взгляд со стороны. И когда я встречалась с директорами этих школ, вот какие две особенности заметила? Ну, первая особенность вот этой многозадачности, где вот они просто борются от этой многозадачности, но пришла еще одна общественница, что тебе показать? Музей, пожалуйста, спортивный зал, пожалуйста, классы, пожалуйста, наполняемость, пожалуйста. И другой момент, вот по 12-й школе, когда я шла с директорами, думаю, ну как она, женщина, справляется с таким вот пентагоном. Во-первых, это здание большущее, количество детей, школа переполнена. И когда я задала вопрос, говорю, очень трудно вам, наверное, работать. Наверное, вот вы как бы не думаете о том, чтобы уйти со школы. Она сказала, вы о чем? У нас в школе работает около 10 династий. И когда была пандемия, когда детей в школе не было, я болела от того, что я без работы, что я не слышу этого, не вижу, не слышу наших детей. То есть у нас все есть для того, чтобы стартануть, как положено быть, ответить на изменения в законе, который инициировал президент страны. И несколько таких вот как бы предложений, вот чисто уже такого, знаете, ну характера. Вот смотрите,
присвоение имен это является проектом Общероссийского народного фронта. Они где-то еще, я не знаю, в 15 или 16 году поставили задачу вот каждой школе присвоить имя героя и на этой основе вот карту героизма сделать Российской Федерации. И есть такой проект, который в Единой России, парта героя. Это вот, понимаете, не надо здесь никаких денег. Вот и смотрела же я по этой кубанской школе, что каждый класс имеет своего героя. Суть заключается в том, что дети изучили биографию этого героя, все, что о нем сказано, и есть парта, это типа, как сказать, ну, конкурса, что проучился ученик месяц, и там только 4-5, и участие в общественной работе. Посидел на этой парте, парта оформлена. Вот почему бы не зацепиться за этот проект, который не надо, вот, как сказать, финансово, затратно, да, но он будет работать на массовое вовлечение детей вот в эту, как сказать, исследовательскую поисковую работу. Или же есть проект, который сейчас вот Союз женщин республики, Галина Анисимовна Лапшина, она его инициирует уже несколько лет, а мы говорим, что территория школы это тоже как бы вот воспитательный момент наших детей. Георгиевская лента, суть ее заключается в высадке бархатцев. Но это не обязательно, что только на клумбах растить. Это же можно головой подумать и, допустим, привлечь детей, что они весной посеяли семечко этого бархатца в горшок, на лето отнесли этот цветочек домой, а осенью принесли в класс. И эти цветы у вас будут почти до Нового года находиться в классе. То есть георгиевская лента, вот этот бархатец, он отражает цвета георгиевской ленты. То есть тоже не затратный проект, но он массовый, он будет порождать у нас массово. Дальше, сейчас идет, как сказать, идея такая в стране, и президент ее поддержал, вынос государственного флага. Но почему бы об этом не подумать? И не надо опять же мудствовать лукаво. Дальше, есть у нас две даты в образовательном процессе. Это 1 сентября, 25 мая. Начало и завершение учебного года. Вопрос о том, что показывает свою работу. Ведь, уважаемые педагоги, те, так сказать, военнослужащие, которые исполнили свой воинский долг, которые жизнью доказали результат вашего педагогического труда, это вы научили тех молодых, как сказать, молодых ребят, которые отслужили в армии, в Чечне погибли, в Афганистане погибли, в Донбассе погибли. Это вы научили их любить Родину. Понимаете, вот моего сына, я его не учила. Он сам шел в армию, он летел в эту армию и говорил, что мама, десантные войска – это элита армии. Это его научили учителя. Поэтому 1 сентября, 25 мая, вот я бы, например, будучи директором, я бы сразу такую традицию несла, что имена, вот в Уктыльской средней школе 9 имен школьников выбито на обелиске, 9 выпускников школы погибли, да? Почему 1 сентября, 25 мая эти имена не звучат из уст тех детей, которые показали свои хорошие успехи в учебе? Традиция, традиция. Вы название знамени традиция, традиция. Нужно на это какие-то деньги тратить, нужно мудствовать здесь лукаво. Нет, конечно, не нужно, и как бы много здесь затрат не надо. Поэтому еще раз к вам обращаюсь, вот я уже не буду повторяться, четко я произнесла, что нам нужно. Нам нужно сегодня, чтобы ассоциация это была не каким-то мифическим таким вот объединением, а что это была нормальная, хорошая общественная организация, как инструмент Министерства образования и образовательных организаций. Поэтому спасибо вам большое, что вы сегодня так собрались, как сказать, дружно, да, и спасибо Министерству за вот предоставленную возможность вот эти мысли донести до педагогического сообщества нашей республики. Спасибо, Галина Николаевна. Коллеги, значит, у нас с 27 сентября по 1 октября в республике пройдет республиканский форум образования государства общества, где мы предполагаем, что одно из направлений, одна из секций будет как раз вот посвящена работе школ, работе образовательных учреждений, входящих в эту ассоциацию. Уверена, что там как раз будет хорошая площадка для обмена опытом. Чуть позже мы доведем до вас информацию. Пока, если есть предложения, мы вас слушаем, ждем. Сегодня или потом, пожалуйста, передавайте свои предложения и по организации работы, и по конкретно площадке в рамках форума.
Коллеги, я благодарю всех за участие. Уверена, что вы, с учетом того, что услышали, с учетом того, что мы хотели до вас донести, сделаете определенные действия и пересмотрите подходы в организации этой работы. Такие семинары у нас будут периодическими, то есть мы будем встречаться, ассоциация работает, но нам надо, чтобы она работала не только как структура, как форма, а чтобы содержание, которое у нас с вами обсуждается, оно транслировалось и доходилось до каждого. Поэтому, коллеги, я благодарю всех за работу и всех, кто подключался, и всех, кто в студии. Я вам желаю хорошего, успешного дня сегодня. До новых встреч, коллеги. До свидания.